13 часов в Киеве, 14 в Крыму, четверг, 14 декабря. В эфире «Заман», в студии София Абляева. Добрый день. Суд в Симферополе допросил Арсена Юнусова и Эскендера Мирвалиева, фигурантов так называемого дела 26 февраля. Об этом сообщили их адвокаты. Их и еще нескольких крымских татар оккупанты обвиняют в участии в массовых беспорядках под стенами парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Сторонники территориальной целостности Украины вышли на митинг и столкнулись с представителями пророссийского лагеря. Сегодня на допросе в суде Арсен Юнусов заявил, что узнал о митинге из социальных сетей и пришел на него по собственной воле. Он также уточнил, что не имеет отношения к Меджлису. А фигуранту дела 26 февраля Мустафе Дегирменджи предстоит сегодня еще одно судебное заседание. После обеда подконтрольная Кремлю крымская Фемида рассмотрит ходатайство защиты. Адвокаты Мустафы Дегирменджи добиваются смягчения ему меры пресечения. Крымчанина сейчас содержат под домашним арестом, но его отец Бекир Дегирменджи, также фигурант резонансного дела, попал из СИЗО в реанимацию, и мобильность сына сейчас была бы весьма кстати. Бекира Дегирменджи этой ночью без сознания привезли в реанимацию одной из симферопольских больниц. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом сообщила его дочь Мавиле Дегирменджи. В течение 5 дней защита крымского узника требовала немедленной его госпитализации. В СИЗО у него обострилась астма. Ему была необходима вентиляция легких. Но каждый раз в СИЗО отвечали отказом, аргументируя это тем, что лечения в медсанчасти изолятора якобы достаточно. Бекира Дегирменджи оккупанты задержали 23 ноября по так называемому делу о вымогательстве. А подконтрольный Кремлю крымский суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. Бекир Дегирменджи, отец фигуранта дела 26 февраля Мустафы Дегирменджи. Он сейчас находится в реанимации, врачи собрали консилиум, ему ввели медикаментозный сон и собираются выкачивать жидкость из легких. На данный момент, пока это все, что известно, мама находится там, активисты находятся возле больницы. Не обязан идти на допрос в прокуратуру. Такая позиция у адвоката лидера руху новых сил. Ее он аргументирует тем, что повестку его клиент так и не получил. Обнародованный на сайте ГПУ вызов на допрос Саакашвили не касается. Адвокат сообщил, что документ не имеет никакой силы, поскольку Уголовный кодекс не предусматривает вызова на допрос через интернет. Генпрокуратура 2 дня назад обнародовала на своем сайте повестку о вызове Михаила Саакашвили на допрос в понедельник, 18 декабря. Сегодня же лидер руху новых сил со своим адвокатом в Печерском райсуде Киева должны были узнать о мере пресечения. Однако судьи по техническим причинам перенесли оглашение на следующую неделю. Це зрозуміло, логічно і це право сторони оскаржувати в апеляційній інстанції рішення. Тому ми готуємось, ми впевнені в своїх доказах, впевнені в своїх обґрунтуваннях і в своїх силах. Тому ми достатньо нормально цю інформацію, заяву від Генерального прокурора сприймаємо. Путин бай-бай. Президенту России на пресс-конференции померещился в зале плакат с такой надписью. Отвечая на вопрос журналиста, почему за 20 лет у Путина так и не появился нормальный конкурент от оппозиции, российский президент сказал, что хотел бы обострить этот вопрос. По словам Путина, в зале он увидел плакат «Путин бай-бай». Журналистка, у которой был плакат, объяснила, что на нем написано «Путин бабай». Бабай. Господи. Здесь написано «Путин бабай». Это по-татарски, дедушка Путин. Так вас называют. Что затронуло российского президента больше? Надпись «Бабай» или то, что его называют дедушкой, остается только догадываться. Традиционно во время ежегодной пресс-конференции Путина журналисты всячески пытаются привлечь внимание президента, чтобы задать свой вопрос. Российский президент уже раскрыл одну из главных интриг этой пресс-конференции и официально заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году не от «Единой России», а как независимый кандидат. Что скажет Путин о
Крыме, Донбассе и о политзаключенных смотрите в наших следующих эфирах. Потери на фронте. Один боец вооруженных сил Украины погиб, один получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили в штабе. На Луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли наши позиции станицы Луганской и Луганского. Вечером противник бил по окрестностям Авдеевки с минометов, гранатометов и пулеметов. Всего за сутки российские оккупанты 30 раз обстреливали позиции украинских защитников. Продолжать давление на Россию. Министр иностранных дел Украины Павло Климкин сегодня встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и обсудит с ним миротворческую миссию ООН на Донбассе. По словам дипломата, Россия категорически отказывается идти на ту миссию, которая должна принести мир на Донбасс, что означает выход России. Зараз Росія намагається перекрутити весь зміст цієї місії. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, повністю контролювати кордон, відповідати за роззброєння і врешті-решт підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Будемо продовжувати далі тиснути на Росію. У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною, і відповідно з Європейським Союзом. Кроме этого, Климкин проанонсировал визит в Украину своей коллеги, министра иностранных дел Канады Христи Фриланд. Ее ждут в Киеве уже в ближайшие дни. Накануне стало известно, что Канада сняла многолетнее эмбарго на экспорт оружия в Украину. Канадские министры внесли Украину в список государств, в которых внутренним производителям разрешено продавать вооружение. Ранее Постоянный комитет по национальной обороне Канады рекомендовал предоставить Украине летальное вооружение для защиты суверенитета от российской агрессии. Прекратить финансировать и поставлять оружие боевикам ОРДЛО. Проект резолюции с таким требованием одобрил Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ. Кроме того, проект резолюции требует от России соблюдать права человека в аннексированном Крыму и обеспечить доступ на полуостров международных организаций. В ПАСЕ этот проект резолюции вынесут на голосование уже после Нового года. Зимняя сессия состоится в Страсбурге 22-26 января 2018 года. Коли ПАРЕ надає резолюцію, то будь-який парламент європейської держави розуміє, що це рекомендація к діям. Саме це зараз на тлі питань о поверненні Росії в ПАРЕ, це не що інше, як відповідь прогресивних та демократичних сил в парламентській асамблеї, які показують, поки не будуть зміни в Росії в питання України, Донбасу, ніхто не буде розглядати будь-що. Ці резолюції повинні виконуватися майже всіми цивілізованими країнами. Резолюцию по Крыму Генассамблея ООН рассмотрит 19 декабря. Об этом на своей странице в Твиттере сообщила украинская миссия в ООН. Этот документ в середине ноября одобрил Третий комитет Генассамблеи, и в нем четко указано, что между Украиной и Россией продолжается международный вооруженный конфликт. Также обновленный проект украинской резолюции содержит требования к Кремлю выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины в аннексированном Крыму, а также обеспечить образовательный процесс на украинском и крымско-татарском языках. Крым – это территория Украины. Так посол США в России Джон Хансман ответил на вопрос пользователя Твиттера о том, кому же принадлежит полуостров. Для ответа на вопрос дипломат записал видеоролик и разместил его в микроблоге посольства США в России. Хансман сообщил, что сделал это, потому что россияне очень часто задают ему именно этот вопрос. На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.
Знание прошлого – залог успешного будущего. Об этом говорили участники международной конференции «Мусульманское наследие в Южной Украине». Там, в частности, обсуждают взаимодействие мусульманской и христианской общин в оккупированном Крыму и в целом в Украине. А конференция проходит в эти минуты. Подробнее узнаем у нашей корреспондентки Оксаны Гуцел. Оксана, тебе слово. Власне, на конференції вже закінчилась перша секція, присвячена вона була ісламу в історії формування Криму, в історії Криму та в історії самих кримських татар. Власне, під час неї обговорили і вплив Османської імперії на кримську історію, а також вплив ісламу на формування кримсько-татарської нації. Власне, спікери неодноразово наголошували на важливості вивчення історії задля успішної побудови майбутнього. Зокрема, говорили і про деокупацію Криму. Власне, прошу послухати пряму мову. Мусульманська історія України була тривалий час за межами наукового дослідження, за межами викладання в школах і університетах. Про кримських татар, про мусульманську спадщину або нічого не казалось, або казалось виключно у негативному світі. І це не могло не відобразитися на менталітеті, на культурі, на мові, взагалі на нашій спадщині, українській спадщині. Український народ разом з кримсько-татарським народом можуть і повинні повернути Крим, повернути всю спадщину, яка є на цьому півострові. Власне, щодо того, чому українці так мало знають про історію мусульманства на теренах України, організатори говорять про те, що це спрямована політика, залишена нам у спадок і Російською імперією, а також Радянським Союзом. Також організатори кажуть, що основна їхня мета – це пояснити жителям України те, що мусульманська релігія на теренах України давно, а не є релігією мігрантів. Також організатори сподіваються, що подібні заходи будуть відбуватися щорічно, а можливо і частіше, оскільки вважають, що чим більше говорити про релігію кримських татар і взагалі про релігію на території півострова, тим швидше можна буде наблизити деокупацію Криму. Студія. На прямой связи за студией была наш корреспондент Оксана Гуцел. Подробнее о конференции «Мусульманское наследие в Южной Украине» мы расскажем в следующих выпусках. Заман, не пропустите. Киев планирует запустить аналоговое телевещание на аннексированный Крым со следующего года. Такие планы обнародовал член Надсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский. По его словам, сигнал будет идти с Херсонской области, а именно с Чингарской телебашни. Оттуда с конца лета уже ведется трансляция цифрового телевидения на территорию оккупированного полуострова. Сергей Костинский напомнил, что вещание на Крым не имеет коммерческой составляющей и является патриотическим проектом. Ухвалено парламентом закон 6565 про дозволи на тимчасове мовлення. І тепер ту практику ми застосовуємо в зоні проведення АТО, коли ми не ліцензуємо, а саме на заявку нашого мовника надаємо дозвіл, і тим часом не треба сплачувати ліцензійний збір, не треба конкурсів. Можна просто отримати цей дозвіл і спокійно мовити. Ця практика поширюється на Херсонську область для мовлення на територію Криму. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Моя коллега Мавили Мухтарова уже менее чем через час расскажет больше. Оставайтесь с АТР.